Россия, Россию рассматривают с двух сторон. С одной стороны, рассматривают ее как факт, то, что она присутствует на Ближнем Востоке, действительно совершившийся факт, то есть он и есть, с Россией нужно считаться. Мы видим действительно переговоры, переговоры и взаимосвязь между высокопоставленными лицами Израиля и России по сирийскому конкретно ходу событий происходит. О чем там говорят, о чем договариваются, неизвестно. Вроде бы Израиль Россию оповещает, как говорят, о ударах, чтобы там не было российских. Он специально обходит те места, где находятся хваленые С-300 и С-400. Хотя вот недавно последний удар, он был в зоне досягаемости С-400, и их не задействовали. Там что-то 50 километров до С-400 было, если я не ошибаюсь. И не задействовали, что тоже наводит на очень много вопросов разных интересных. То есть, с другой стороны, да, подчеркиваю, что Россия есть, надо читаться. С другой стороны, вот майор-резервист, с которым я недавно общался, я его про Россию спросил его про Россию как раз, и он говорит, Россия Израилю не противник. Действительно, потому что любое давление России, особенно военное на Ближнем Востоке на Израиль, это то же самое, что давление на Запад. Хотя Израиль не в блоке НАТО. Это то же самое, что давление на США. То есть сбить израильский самолет, это как сбить самолет США. Россия не может сейчас противостоять США в прямом столкновении. Никак. Военные бюджеты настолько далеки друг от друга. А как же все это можем повторить? Это все пропаганда глупости. На самом деле, это для внутреннего потребителя в России. Россия не может, поэтому и мы, по-моему, в прошедших уже с тобой встречах об этом говорили, почему постоянно это проглатывается и замалчивается и турецкие, вот эти вот, назовем это... Ножи в спину. Да, ножи в спину, так называемые. То же самое здесь Израиль. То есть с Израилем еще хуже, чем Турция даже, хотя Турция вроде бы в НАТО, но Израиль это такая вот в этом регионе